Кому платить меньше за электроэнергию и как правильно обращаться с электроприборами? Сотрудники МРСК поделились дельными советами с учащимися Наздановской 11-й школы. Ребятам рассказали о нескольких способах, которые позволяют снизить счет за электроэнергию. Подробности у Лейлы Гайсановой. Почему важно относиться серьезно к энергетическим ресурсам? Как это сказывается на жизни людей? Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономить электроэнергию очень легко, если выключать неиспользуемые приборы. Например, компьютер в спящем режиме съедает 10-15 Вт в час, за неделю больше 2 киловатт. Этого хватает на целый час включенного утюга. Правильная установка телевизора и холодильника, светлые обои, чистые окна и даже вытертая с электроприборов пыль. Все это позволит на 10% уменьшить ежемесячные счета за электричество. Нужно подходить с умом, чтобы норму потребления электричества снизить с 246 до 100, а то и до 80 киловатт. Как реально меняются при этом цифры на платежах, хорошо знают те, кто каждый месяц платит за электроэнергию. Приборы, холодильник и телевизор. Лишнего у меня ничего нет. Свет отключаю, зарядники тоже отключаю. Не приходится много платить. Конечно, очень значимо экономить электроэнергию и, соответственно, и свои деньги. А экономлю я элементарно, как все люди, выключаю свет при выходе из дома. Не смотрю телевизор и читаю много книг, что и всем советую. Какую пользу приносит экономия электроэнергии, сотрудники МРСК рассказывают учащимся 11-й школы Назрани. Урок проводит в рамках прошедшего Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». Темы очень актуальны. Это безопасность при эксплуатации и для детишек это детский травматизм, избежание детского травматизма. Энергосбережение – это как в быту, уменьшение потребления тепла, электрической энергии. Детям как можно проще объясняют, как можно сэкономить электричество. Воспитанники школы – первые слушатели лекции по энергосбережению. Теперь всем премудростям экономии света школьники будут учить своих родных. Еще одна важная мысль, которая звучит на уроке – это безопасность. Так Идрис Цычоев, начальник отдела энергосбережения МРСК, уверен, бдительность может спасти не одну жизнь, и самих ребят он призывает быть внимательными к таким вопросам. Меня интересовало, какое наказание понесет человек за нарушение правил безопасности. Ответ был таким, что в первую очередь это во вред его здоровью, а уж потом будет составлен административный акт. Повезет, если это не приведет к летальному исходу. С внедрением гаджетов в жизнь в современном мире люди стали более халатно относиться к природным ресурсам. Современный человек не представляет себе жизнь без телефона, компьютера. Если бы не было электроэнергии, то этого всего бы у нас не было. Хотя занятия по энергосбережению не входят в школьное расписание, но такой предмет пригодился бы всем, считают в школе. Ведь число потребителей энергии только увеличивается. Каждый человек должен бережно относиться к потребляемым благам цивилизации, будь то на улице, дома или в школе. И лучшее, что может сделать ученик, это выключить свет, прежде чем выйти из класса. Сотрудники МРСК уверены, чем раньше детям начнут объяснять важность электросбережения, тем лучше они будут понимать, как экономить энергию и другие ресурсы. Лейла Гайсанова, Магомед Урусханов, Новости 24.